сегодня я в Нювчиме. Это село известно когда-то работавшим чугунолитейным заводом, на котором отлиты ворота Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Вы представляете? Нравится, что вот дедушка на заднем плане на лодке на озере. А вот и неправда. Это пруд, который возник от построенной в 1757 году в Нювчиме плотины. Нравится своей солнечной летней погодой, хотя май месяц. А еще мне нравится, что тут проходит второй год уже молодой, но очень крутой фестиваль «Черемуха колышется». Бомбим! Состоится второй музыкальный фестиваль, посвященный памяти комик-композитора Прометея Чисталева. Столько много участников этого фестиваля. Он проводится каждое лето, получается, в начале. Поэтому мы ждем вас и в следующем году на фестиваль. Под окном черемуха колышется, осыпая лепестки свои. За рекой знакомый голос слышится, да и поют всю ночку соловей. Сами себе поаплодируйте, молодцы! Петь нас пока не приглашают, но, надеюсь, скоро тоже произойдет. Сегодня на площадке Дома-музея собралось 13 коллективов. Это Ежвайолога, Каркеросский район Исерга, Нювчимский народный хор. Есть и сольные участники: Валерия Филиппова, Николай Жуков, Наталья Минаева. В этом году нам удалось пополнить участников больше, чем наполовину. Так, что еще давай скажем? Сегодня день рождения, еще одно. Не у Андрея, нет. День рождения у праздника, у такого замечательного, все-таки без инициатора, без хозяина этого, так скажем, дома не было бы такого фестиваля. Да, Андрей, спасибо тебе за то, что ты... Моя морожка, маленькая крошка, северным хитом мы раскачаем каждый дом. Ты моя морожка, маленькая крошка, я в тебя влюбилась, а походу навсегда. Ты моя морожка, маленькая крошка, северным хитом мы раскачаем каждый дом. Владимир Трошев со своим ансамблем, он побывал уже, можно сказать, на СВО, мы вместе ездили с ним, он уже выходит на федеральный уровень, и на сегодняшний день, сейчас объявили, он уже выходит на международный уровень, и я считаю, что необходимо их одеть в нашу национальную одежду, и я приехал поздравить и вручить им этот сертификат, и чтобы они всю группу переодели в национальную одежду и представили в Белоруссии, и пришли, как звучало, край наш родной, чтобы они победили. Поздравляю! Скажите, что 100 тысяч рублей. Мы долго думали над названием. И тогда была весна. И Валентина Васильевна сказала: а давайте назовем просто «Под окном черемуха колышется». И с тех пор название этого фестиваля, оно осталось. Вот здесь фотографии с первого фестиваля. Нас было немного. Всего 7 участников, 7 коллективов. Но сегодня мы собрали более 13 участников. И каждый участник выдал такую энергетику, что, можно сказать, сами немножко не ожидали то, что получилось. Зачем такие фестивали вообще нужны? Они нужны для того, чтобы на этой площадке собирались друзья. Друзья, которые редко могут встретиться, и они могут обменяться опытом, пообщаться, взять что-то друг от друга, да и просто провести день. Мы решили вручить пряники ручной работы Елены Карагулиной с веточкой черемухи и фамилием имени каждого участника. Этот пряник, конечно, останется им на память. Генрих, и тебе за то, что ты сегодня был с нами на нашем фестивале. Мы хотели бы вручить вот такой именной пряник. Храни его и приезжай на все наши фестивали. Ой, ты песня, песня соловьиная, до чего